Не знаю, Руслан, мне кажется, что 2 месяца на удаленке – это еще не показатель ее эффективности. Сходили, посмотрели на нее и вернемся в прежний режим. Слушай, то, что касается удаленки, да, я просто помню все эти там апокалиптические прогнозы, что все, мир не будет прежним, все изменится, мы никогда к этому не вернемся, хотя, удаленка, да, нельзя по удаленке заниматься там, я не знаю, любовью заниматься там, или коров доить, бизнесом нельзя заниматься там, зато какой шикарный эксперимент с обучением прошел. Посмотри, вот все эти детишки бедные, зато все показал, где у нас какие дыры зияют. Учение или мучение? Да? Мучение на дому. Для всех, да, и для родителей тоже. На самом деле, да, если, кроме шуток, не так уж все плохо и получилось, потому что, конечно, были объективные трудности, но это же был все-таки форс-мажор, никто этого не ждал. И, слушай, у нас есть большие территории в республике, да, где не то, что интернет, там телефон не ловит. Руслан, этим гордиться нечем, потому что есть такое понятие, как цифровое неравенство. Цифровое неравенство. Вот женщины все время про неравенство говорят. Вот дискриминация там по половому признаку, дискриминация там по социальному признаку, по расам. Теперь еще дискриминация по цифровому признаку. Да, когда нет доступа ни к мобильной, ни к интернет-связи. Хорошо. Удаленка, цифровизация как раз очень интересные темы, общемировые тренды, о которых можно сегодня поговорить. Давай поговорим об этом. Хорошо. Интернет – это тот же самый газ, только это газ 22 века. Как они вообще здесь живут без интернета и мобильной связи? У нас нет связи, и приходится вот так мучиться. Дети нервничают, мы нервничаем, ребенок аж кулаки стискивает. Мам, позвони Путину, пускай дома нашу хоть любименьку открой. Что такое государство? Это Владимир Владимирович Путин, да? И вот он сидит и взвешивает. Нельзя заменить живое слово учителя. По интернету это разве физкультура? Работа на удаленке, домашнее обучение, социальная изоляция, пандемия коронавируса заставила человечество провести настоящий эксперимент над собой. И сейчас самое время подвести первые итоги по горячим следам. Кто-то радовался офису в пижаме, а у кого-то нервный тик от постоянного присутствия домочадцев за спиной и криков детей, которые делят планшет. Все же, кажется, больнее всего удаленка ударила по ученикам и учителям. Напряжение онлайн-уроками не выдерживали ни нервы, ни интернет-платформа, ни качество связи. И это все и в Уфе, и в других городах. А каково было детям и педагогам, живущим в отдаленных деревнях, где и с интернетом, и мобильной связью туго? Смотрим сюжет. Над тем, что он будет вести физкультуру онлайн, педагог почти с 40-летним стажем Раис Ахметов еще недавно бы посмеялся. Выглядит такой урок и правда анекдотично. Это нечто как тяжело. Вот по телефону физкультура, это разве по интернету, это разве физкультура? Но 2 месяца назад, когда нависла пандемия коронавируса и вся школьная программа перешла в онлайн, то ни учителям, ни ученикам, ни их родителям стало не до шуток. Мам, позвони Путину, пускай дома нашу хоть любименьку открой. Не могу я здесь учиться, надоело. Учителям пришлось обучаться методике преподавания на расстоянии, а это особая наука. Тяжелее всего пришлось старшему поколению, а их среди педагогов большинство. Нет живого общения. Вот очень хочется на них посмотреть, общаться. 20% учеников в Башкортостане, это примерно 13 тысяч детей, не смогли обучиться онлайн. Либо интернета нет, либо гаджета. Это данные Министерства образования республики. Им, конечно, были предоставлены так называемые кейсы с заданиями в бумажном варианте. Так могли учиться и дети из деревни Кульметово Кигинского района. Сеть у них есть, но ловит очень плохо. Но подростку поколения Z не солидно быть офлайн. Ловить интернет всей деревней. Они поехали на большую дорогу. У нас никак не ловят сеть, у нас нет связи, и приходится вот так мучиться. Мы договаривались и ездили вместе в одной машине. Иногда, если не хватало места, то 2 машины. Обучение незамысловатое, через мессенджеры и соцсети приходят домашние задания. О специальных образовательных платформах здесь только слышали. Мы здесь проходим, читаем учебник и списываем оттуда все термины. Все. Это моя сегодняшняя контрольная, я сделала. Выполненное задание ребенок фотографирует и отправляет на проверку педагогу. С опозданием все эти задания отправляю, и в основном энки могут поставить.
Энки это что значит? Это значит прогулы, то есть невыполненное задание. И в селе, и в городе сложно пришлось многодетным. Мама 8 детей Юлия Вольф вмиг стала и системным администратором, и учителем. Пришлось вникать во все учебные процессы, учиться владеть программами и следить за очередью на смартфон. Единственный выход в интернет у большой семьи. Ну, сложно, конечно. Дети нервничают, мы нервничаем. Ребенок аж кулаки стискивает, иной раз нет. А там, чтобы ответить учителю, включает микрофон, из программы вылетает. Учиться можно было и по телевизору. Во время самоизоляции каждый день телеканал БСТ транслировал открытые уроки для самых юных школьников. Своими небольшими лекциями поддержали учеников и известные люди республики. Мы не думали, что уроки для 1 класса это так трудно. Например, учитель, он дает паузу детям, чтобы они успели выполнить задание. Но для телевизионщика эта пауза в эфире, это снижение динамики. Но когда первый транш уроков прошел в эфире, мы поняли, что дети не успевают. И после этого мы ввели значительные коррективы, благодаря этой обратной связи, мы ввели значительные коррективы эфира и смогли выстроить так, чтобы там первоклашкам было удобно. Для 11-классников последний звонок в этом году прозвенел также онлайн. Только в таком формате разрешили его отпраздновать выпускникам. И хотя впереди их ждет ЕГЭ, тем, кто не собирается поступать в вуз, разрешили и вовсе его не сдавать в качестве компенсации за карантинное образование. Опыт дистанционного образования, с которым намучились первые 2 недели вынужденной изоляции, показал, что в цифровом пространстве республики есть много проблем. Оказывается, есть даже специальный официальный термин для этого – цифровое неравенство. Когда у одних изобилие провайдеров и есть деньги на любой гаджет, а у соседей за 200 километров нет ни мобильной, ни интернет-связи. Когда у каждого жителя республики будет скоростной интернет и качественная мобильная сеть? И что нужно для этого делать? Как пережили работу на расстоянии наши люди и все ли вернулись в офис? Какие главные уроки вынесли мы из удаленки? Обсудим сегодня в студии программы «Честно говоря» вместе с Алсу Сликаевой и нашими гостями. Итак, Жанна Миникеева, начальник отдела государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Республики Башкортостан, Искандар Бахтияров, директор компании «Уфанет», Дмитрий Яшин, учитель истории Уфимской гимназии номер 16 и Динар Шарафудинов, заместитель министра цифрового развития республики. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Динар, наверное, как представитель государственного органа, прежде всего вопрос к вам. Какие прорехи, какие трудности, с которыми вы столкнулись, и какие выводы будут сделаны вот из удаленки? Причем, учитывая, что все-таки удаленка коснулась всех, но большинство знают ее по образованию, по сфере образования. Ну, надо выделить, наверное, три категории проблем, которые можно озвучить. Первое – это отсутствие, в принципе, интернета, да, в некоторых населенных пунктах или там в некоторых домашних хозяйствах, в квартирах, в домах. Вторая категория – это система АИС-образования, единая система, в которую республика еще в прошлом году начала переход, в котором ведутся электронные дневники, электронные журналы заполняют учителя. И третья категория – это проблема, связанная с тем, что в социальных сетях появились группы, в которых выкладывали логины, пароли или доступы к Zoom, к скайпу, и, соответственно, туда подключались, злоумышленники, так скажем. Жанна, понятно, что вот это было для всех неожиданностью, понятно, что к этому специально никто не готовился, и что и учителя, и педагоги, да, и ученики, и родители тоже столкнулись с невиданным доселе. Вот с какими трудностями, какие вопросы пришлось решать в первую очередь? Мы выяснили, что на начало дистанционного обучения у нас 85% учителей уже имели дома свое техническое компьютерное оборудование, имели подключение к интернету. И 67% школьников тоже были готовы, имея и интернет дома, и какие-то гаджеты. 67%. 67 всего? 60, да, на момент старта нашего дистанционного обучения. Мы имеем в виду как минимум одно персональное компьютерное место? Мы имеем в виду наличие компьютерного оборудования вообще дома в принципе. В принципе. То есть безотносительно количества учеников в семье. То есть это мы промониторили. Учителей мы максимально за 2 недели пропустили через курсы повышения квалификации и с 6 апреля приступили к работе. Первые 2 недели это были, конечно же, недели открытий. Это и определенная в каких-то случаях несостоятельность педагогических работников. Вот здесь же тоже нужно понимать, что средний возраст учителей на сегодняшний день в республике это 52 года.
Ведь учителя... Вот средний возраст. Средний возраст, да, средний, конечно. Я не говорю о нижней там планке, а самой верхней планке, но это учителя уже с устоявшимися взглядами, со своим мировоззрением. Для них преподавать и с определенной цифровой, да, и с определенным уровнем цифровой грамотности, который нам нужно было переломить. Понимаете? Поэтому первые 2 недели действительно были очень тяжело, они шли. Мы рекомендовали не ставить 2, мы не рекомендовали даже ставить 3 ребятам. Вот дело в чем? Дело в том, что современные средства цифровизации там, и так далее дают множество возможностей в образовании. И проблема в том, что нынешняя система образования российская, она это не использует. Почему? Потому что, в общем, правильно было сказано, что средний возраст учителей 52 года. Этой системе образования 100 лет. Она не может быть без изменений все это время. Очень простая вещь. Вот компания «Уфанет» растет, и каждые 2 месяца в компанию человек 50 приходит на работу. И каждые вот эти 2 месяца я выступаю перед ними. И вот 50 человек сидит в зале, и я начинаю с ними разговаривать. Какая реакция новых сотрудников? Они молчат. То есть вот система образования воспитывает послушных исполнителей. А они молчат, их приучили за вот 11 лет учебы в школе. Да. Дмитрий, скажите, вот понятно, это позиция министерства, позиция чиновников, но вот как с вашей колокольни, учительской простой, все это выглядит? Ну, если говорить в целом о моей школе, где я преподаю, то у нас проблем было на самом деле немного. То есть в плане обеспечения какими-то цифровыми гаджетами тоже у меня в классе у моих коллег, в принципе, там практически 100% было, по большей части. Но вот разговаривая с коллегами с других школ, в основном с коллегами, которые работают не в Уфе, а за пределами Уфы, где-то вот в агломерации уфимской или дальше, то недостаточной обеспеченности гаджетами. То есть приходилось просто ехать в магазин куда-то, в Уфу там, или еще что-то и покупать. Благо тот же вот Zoom, платформа, на которой большинство работают в дистанционном обучении, он поддерживается и на андроиде. То есть можно с обычного смартфона это делать. Многодетная семья, там 5 детей. Компьютера либо нет вообще, и, возможно, андроидов у них, смартфонов тоже нет, либо максимум он 1. И все 5 школьники. Как вы из этой ситуации-то выходили? Мы тоже понимаем ситуацию таких вот семей, да, поэтому мы говорили. Во-первых, смотрите, привычные 45-минутные уроки мы сократили. Мы сделали единое расписание, от которого можно оттолкнуться любой конкретной школе. У нас уроки начинались в 10 утра, не в 8, не в 7, в 10 утра. Урок длился всего 30 минут. В конце концов, у нас на индивидуальный план обучения, когда учитель с конкретным учеником выходит вне расписания, у нас где-то порядка 1000 ребят перешли вот на такие индивидуальные планы. Спасибо. Мы вернемся к разговору через несколько минут. По данным Министерства цифрового развития республики, в Башкирии 328 700 человек. Такая вот точная цифра, но это же цифровое министерство, не имеет дома возможности подключиться к интернету. Почти 15% населения живет там, где даже мобильная связь не ловит. Давайте посмотрим в нашем материале, каково это и что делать с цифровым неравенством. Это та самая деревня Кульметово, известная тем, что ее детишки выезжают на большую трассу делать домашнее задание, получать задания от учителей. Вот мы сейчас туда направляемся. Связи реально нет никакой мобильной. Пытаемся узнать, как они вообще здесь живут без интернета и мобильной связи. То, что слабый мобильный интернет-сигнал мешает бизнесу, читал Латыповых понимает каждый раз, когда приезжие туристы, а летом их бывает немало, протягивают банковскую карточку. Терминал связь не ловит, товар не продается. Люди очень много приезжают, даже из Польши, из Франции даже приезжали. Германия вообще каждый год приезжает. По официальным данным Министерства цифрового развития Башкортостана, деревня Кульметово интернетом обеспечена. За чиновничьим отчетом, как за этой шторкой, стоит модем, подключенный к стационарному телефону. Технология называется ADSL. Популярной была 15-20 лет назад. Сегодня уже не справляется. Заданий не вижу, потому что все не заходит, не открывается из-за такого медленного интернета. Младшие не могут учиться, старшие оформить пособие в госуслугах. А вы вообще в госуслугах зарегистрированы? Нет еще. Нет еще, нет. Вот на Межевой хотим выехать. Сестренка у меня на Межевом живет. Так. Хочу выехать и там зарегистрироваться уже. У них интернет хороший, так.
не грузит вообще. Надо сейчас в Киги ездить, там надо это узнать все это. До райцентра Верхней Киги 36 километров. Автобус ходит раз в неделю. Ближе всего, в 6 километрах, рабочий поселок Межевой. Это Челябинская область. Ловить качественный интернет ездят туда. Но на всякий случай, пока от АДСЛ-связи не отказываются. Платят за нее провайдеру Ростелеком по 420 рублей. Плюс 200 за стационарный телефон. В деревне около 100 семей. Первой отключиться рискнула Гузаля Латыпова. Просто так платить 420 рублей, за которые вот так сидит, крутится, вот так, и не открывает. Зачем? Вот говорят, Ростелеком, с нами не соглашается, типа, что у нас нету интернета. Я вот попросила бы через БСТ Ростелеком, пускай на неделю приедет в Кульметьево и поработает нашим интернетом, свои дела отправляют также, чтобы посмотрели, убедились, что нету интернета. К сожалению, обсудить проблемы и перспективы интернет-связи в небольших населенных пунктах с редакцией, честно говоря, в компании «Башинформсвязь», она представляет Ростелеком в республике, отказались, сославшись на плотный график руководителя. Почти все население Кульметова работает и учится за ее пределами. Карантин и онлайн-учеба заставили деревенских жителей окунуться в изучение цифрового оборудования. И получилось. Наткнулись на вот такие усилители сигнала мобильного интернета. То, что было и то, что стало, это, наверное, быстрее где-то раз в 100. Я думаю, что это или инфекционная больница. В общем, мы видим, что здесь спокойно открывается видео. Можно посмотреть программу «Честно говоря» в этой деревне, но только с усилителем интернета, который стоит, почти 10 тысяч. 12 семей купили одинаковые приборы, но не все до конца разобрались, как это работает. А вы вообще разбираетесь, что такое АДСЛ? Я не знаю. Я вот на тракторах разбираюсь, на интернете я не шибко. С северо-востока на юго-запад географически другая сторона республики – Куюргазинский район. Трудности с охватом качественного мобильного интернет-сигнала примерно те же, что и в Кигинском. Здесь отмежована уже земля для строительства вышки, но по каким-то причинам все это остановилось. 70 домов и более 30 детей, которые в перспективе, может быть, ждет будущее очень хорошее, но у нас нет интернета. Рядом отсюда 500 метров проходит в Мелюзовском районе оптоволоконный кабель. Вот 10 лет бьются они, не могут провести в деревню нормальный интернет. Решить своими силами проблему качественной цифровой связи у глав районов возможности практически нет. Что делает администрация? Администрация просит деньги, администрация просит операторов сотовых зайти к нам в район, поставить вышки сотовой связи. Они говорят, нам это невыгодно, а мы просим, они говорят, нам невыгодно. В общем, это боль, которая тянется вот уже много-много лет. Необходимость решения социальных задач и потребностей населения и экономической выгоды сотовых операторов вступают в противоречие. Нужно волевое решение, как было с газификацией в свое время. Деньги выделили, программу создали, газ протянули. Все. Интернет – это тот же самый газ, только это газ 22 века. Вообще, Динар, скажи, пожалуйста, есть госпрограмма, да? Есть нацпроект «Цифровая экономика». Вот эта вся ситуация с коронавирусом, она как-то подтолкнет государство к латанию вот этих цифровых дыр, которые, конечно, есть? В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» родился один из проектов развития инфраструктуры. Соответственно, родилось мероприятие, которое должно привести к 2024 году, что во всех населенных пунктах с определенными критериями должен появиться интернет. По крайней мере, интернет. Во всех? Да. То, что вы доводите до населенного пункта, это понятно. И за счет этого у вас и статистика повышена, да, что у вас столько много населенных пунктов доведено. Но мы же знаем, что он не разведен по всем домам. Где весь всеобъемлющий интернет, который уравняет всех в возможности доступа к этим знаниям? Когда он будет? И в чем проблема? Скоро. Мы возвращаемся опять же к тому, что есть прибыль, да, у бизнеса. Да, вы перекладываете все на то, что на возможности человека купить этот интернет, да. Но у нас же есть и государственная какая-то составляющая, и забота о таких людях, которые, не может сейчас в данный момент. имеет в виду социальную функцию. Социальную функцию, да, конечно. Деревенский какой-то житель, конечно, ему честно просто жалко потратить, а там дороже интернет стоит, я точно знаю, 800 рублей заплатить Ростелекому за месяц интернета.
надо, опять же, отдавать отчет тому, что, ну, например, в населенный пункт, чтобы интернет протянуть и чтобы он был выгоден, это одна сторона, да. Вторая сторона, опять же, ну вот к нам поступают даже такие обращения, будет смешно, но есть такие обращения. Например, бабушка пишет обращение: уберите из деревни интернет. Как он у нас появился, у нас половина там деревенских мужиков перестали работать. Они сидят там или в танки играют, или в YouTube. Собственно, о чем мы и говорим сейчас, да. Государству намного выгоднее провести интернет в ту деревню, где есть у него там пусть 10 учеников, у которых с появлением интернета будет знания будут больше, расширятся возможности. То есть пример с условными крестьянскими мужиками, которые вместо того, чтобы пахать поле, играют в танчики, тебя ничего не Коллеги, но здесь вот я не согласна, потому что русский мужик, он будет искать, как лучше сделать, и в интернете он это найдет. Посмотрите, ну это же вот проведите параллель с телевидением. Сейчас любой человек, который едва успел родиться, умеет пользоваться телевизором. Ему не надо объяснять, как на пульт нажимать. И этот мужик, как вы говорите, он же не смотрит телевизор, когда он идет работать, потому что культура в этом вопросе уже налажена десятками лет. Опять же, бюджетные расходы, да? То есть мы там тратим 1 миллиард рублей. Деньги. Да, 1 миллиард рублей на протянуть интернет в какой-то населенный пункт, или мы тратим 1 миллиард рублей, чтобы там был газ, вода, там электричество, да? Ну, есть же разница. Соответственно, тут надо тоже сопоставлять. То ли мы сейчас все средства бухаем на интернет для того, чтобы в каждом населенном пункте, даже там, где вот репортаж показывали, там Давлекановский или Благовещенский район, где старик живет один в одной деревне. Ну вот смысла же нет. Исходя из этого, государство же тоже взвешивает, там, тянуть интернет там, до какого населенного пункта или до населенного пункта с каким критерием. Вот смотрите, государство взвешивает. Вот представьте себе, что такое государство? Это Владимир Владимирович Путин, да? И вот он сидит и взвешивает деревню Благовещенска. Вот эта система нынешняя, так она и работает, да? То есть понятное дело, что из центра, из Москвы невозможно построить эффективную политику интернетизации Благовещенской деревни. То есть это должно, ну, на местах должно вот это как-то регулироваться, да? Я хочу сказать, что вот там, где есть коммерческий спрос, с интернетом у нас просто замечательно. У нас плохо с интернетом там, где нет коммерческого спроса. Там, где население бедное, там, где население мало, и там, где экономически невыгодно. Руслан, вот я уверена, что если в каждую деревню провести хороший интернет, то население села увеличится. Туда люди переедут на удаленку работать. Слушай, да. я не устаю поражаться твоему идеализму. Да. Ты что, серьезно рассчитываешь, что все эти фрилансеры и хипстеры, они будут коров доить и землю пахать? А вдруг? Слушай, и вообще, вот интернет, да, он не способствует демографии. Вот его отсутствие и света, оно способствует демографии, а наоборот это не работает, понимаешь? Руслан, ну все-таки давай про удаленку сейчас поговорим. Мне интересно, вот вообще можно всех чиновников перевести на удаленку? Они же все-таки белые воротнички, они же коров не доят же. В смысле, глаза твоих не видели, что ли? Нет, почему? Ну давай спросим, хорошо, давай спросим, поинтересуемся. В эфире БСТ, программа «Честно говоря», и сегодня мы обсуждаем уроки удаленки. Какие проблемы она выявила? Конечно, дистанционно и корову подоить нельзя, и дом не построить, и яму не залатать. Работать в домашнем интерьере отправились те, кого в основном называют белыми воротничками. Как этот опыт повлияет на трудовые отношения в дальнейшем в нашем материале. Вот я работаю в зале, вы видите телевизор. Учиться работать на удаленке в карантин главному редактору издания «Коммерсант Уфа» Наталье Павловой не пришлось. Вот уже 5 лет она совмещает домашние заботы с офисными. Давно уже все коммуникации завязаны на Москву, а с Москвой мы всегда работали в онлайне. То есть 10 лет наши кураторы московские и мы взаимодействуем по мессенджерам. Некоторые банки удаленку использовали в маркетинговых целях и сумели предложить даже новые услуги. Например, открытие счета при помощи видеосвязи. Видно, что бизнес подстроился под эту новую реальность очень быстро на самом деле. Понятно, какие-то сферы деятельности, скажем, многострадальные рестораны, допустим, бизнес, они не могут переходить на удаленку практически, они делают доставки, это все, что они могут сделать. А сфера IT, она, в принципе, наверное, в большей степени работала на удаленке.
3 поколения семьи ученого-социолога Эмиля Леготина в карантин самоизолировались в деревне недалеко от Уфы. И сейчас решают вопрос о том, чтобы остаться на таком режиме. Свободных комнат, свежего воздуха и гаджетов хватает всем. Проблема только бывает с качеством интернета. Для того, чтобы, например, проводить совещания рабочие в видеорежиме, все-таки достаточно широкий канал нужно, и это вот с этим немножко проблемы есть. Время карантина обнажило серьезные проблемы с доступом к мобильному и интернет-сигналу. Из доклада министра цифрового развития республики Геннадия Разумихина в Башкортостане без интернета сегодня остаются 1224 населенных пункта, в которых примерно проживает 60 тысяч человек. Почти 900 деревень имеют только связь АДСЛ, как в деревне Кульметово. 15% населения дома не имеет доступа к мобильной связи. Полноценная базовая станция сотовой связи стоит более 4 миллионов рублей. То есть мы, как коммерческая организация, считаем экономический проект и смотрим, окупается проект или нет. Мы очень тесно сотрудничаем с компанией Башинформсвязь Ростелекомом, которая строит по государственному проекту устранения цифрового неравенства оптоволокно в малые населенные пункты. Как только они прокладывают туда кабель, у нас, соответственно, появляется возможность подключить нашу базовую станцию. И очень многие сферы работодатели, работники перешли на дистанционную работу, на удаленку. И там в конце марта очень часто приходилось слышать, что вот мир не будет прежним, мы уже не вернемся никогда вот на привычные круги, мы все уйдем на удаленку. Вот что из этих прогнозов оправдалось, Искандер, вот по-вашему, да, вот давайте с вас начнем. А что все-таки вот, ну, не так страшно, как казалось в начале? У вас много людей на удаленке работало? Ну да, у нас где-то 70% работает на удаленке. Ну, в IT-сфере это оправдано, наверное, да. Ну, у нас IT-сфера IT-сферой, но вопрос же в чем? Есть некие барьеры, да, коронавирус заставил всех преодолеть эти барьеры. Да, люди вернутся частично, ну, большей частью вернутся, но какая-то часть все-таки уйдет на удаленку. Потому что это экономия для работодателя или потому что работнику так удобнее? Какие причины? Ну, и для работодателя, и для работника. Если работник живет далеко, каждый день 2 часа тратит на дорогу, зачем ему тратить, если он может работать из дома? А для работодателя это экономия помещения, рабочего места и так далее. Вот вы знаете, есть такие психологические моменты. Вот очень часто от учителей, кстати говоря, приходилось слышать, что у них рабочий день увеличился за счет удаленки. Да. Потому что, во-первых, больше требуется времени для объяснения материала. И они чувствуют, как будто они целый день работают. У них он какой-то безразмерный с утра и до позднего вечера. И то же самое ведь можно о других сферах сказать. Конечно. Безусловно, конечно, да? Ну, то есть, ну, вот, допустим, у меня же он безразмерный рабочий день. Ну, это понятно. Да. То есть, я хочу сказать, на удаленке будут работать люди осознанные. Те, которые относятся, ну, которых работа которые не делят время на личное и служебное. Да. Вот вы это имеете в виду, да? Угу. И если все-таки человек хочет, чтобы у него рабочий день был с 9, условно, и до 5, ему, наверное, все-таки лучше ездить в офис, да? Да, на работу имеется в виду. Да. Иначе вот на удаленке он так не сможет время разделить. Да. Динар, вот вы что по этому поводу думаете? У вас много министерств, кто на удаленке работал? Ну, можно сказать, больше половины у нас ушло на удаленку. Но не само название министерства обязывает к этому. Да. Соответственно, для нас сложности нет. То есть, простите, а всю госслужбу можно перевести на домашнюю работу и в итоге не платить за большие помещения, в которых они находятся? Они же все умственные работники, такие белые воротнички. Почему нельзя всех чиновников на удаленку перевести? Объясню. Вот Руслан не даст соврать, есть информация. В информации есть категории. Допустим, что-то можно по WhatsApp, по Telegram передавать, а что-то имеет определенный гриф, да? Соответственно, гриф... Для служебного пользования, например, да? Или да? просто служебного пользования. Эту информацию там без соответствующих технических там каналов связи, защищенных, зашифрованных, нельзя передавать. А есть информация, которую, в принципе, нельзя по электронным каналам передавать, да? Соответственно, ну, все министерства или там все направления перевести на удаленку, в принципе, на сегодняшний день нет возможности. Режим самоизоляции, ну, поставил перед вашим министерством, ну, очень серьезные вызовы, да? Да. Вот всеми вот электронными приложениями занимались ваше министерство, как «Дорога 02», да? Или что-то вот, ну, в этом роде. Цифровизация ям. Цифровизация и самоизоляция, я бы так ее назвал. Вы же этим занимались? Да. В чем были сложности главные?
Начиная вот с образовательного процесса, да, есть такое понятие, которое, ну, не так часто используется, но оно есть — информационная гигиена. Если мы говорим про детей, про учителей, опять же, там контент, который они потребляют, и, соответственно, следом идет цифровая грамотность. Одна из сложностей — это цифровая грамотность. То есть подготовленность детей, подготовленность родителей, подготовленность учителей. Это то, что касается образования. Это не только касается образования, это, в принципе, то, что касается использования технологий, использования информации по другим каналам связи. А вот какие делают выводы наши социологи, давайте посмотрим, обсудим. Мы с вами уже говорили, что возникают технические проблемы, и да, это приведет к возрастающему спросу на услуги связи, на развитие доступа в интернет, на распространение технических средств, позволяющих вести вот эту вот удаленную работу, удаленное образование, на развитие специальных платформ для такого вида деятельности. Я считаю, что нам нужно готовиться к серьезному изменению нашего образа жизни. Он будет более дистанционным. Я думаю, что от дистанционной работы выиграли наиболее самые продвинутые пользователи интернета, и технически подготовленные сотрудники. И в большей степени проиграли, наверное, люди, отягощенные семейными, домашними проблемами и, соответственно, необеспеченным в домашних условиях рабочим местом. Если люди молодые, работящие, которые сейчас уехали в города, поймут, что в интернете, на селе есть интернет, есть качество жизни, сопоставимое с городскими, и что есть особые преимущества, которые в городе тоже есть. Конечно же, я считаю, что это будет дополнительным стимулом для того, чтобы семьи, люди, молодые люди возвращались на село и развивалась инфраструктура. Это будет толчок, импульс для развития сельских территорий. Вот это была вынужденная ситуация, да? Вот как она показала, насколько нам можно нашу жизнь оцифровать, в принципе? Ну, по-моему, показало, что народ у нас достаточно гибкий. То есть и к удаленному обучению приспособились. И адаптировался. Да. Мы вообще чемпионы мира по выживанию, на самом деле. Да. То есть я вообще был удивлен, что вот у нас народ такой, быстро схватывает. Не ожидали? Нет, не ожидал. Вот эта ситуация, она показала, что мы, в принципе, готовы, психологически, даже по грамотности, да, и платформы какие-то есть, да, и можно же максимально все оцифровать, чтобы минимизировать необходимость конкретного человека куда-то ходить. Нет? Нет. Я несмотря на то, что мы Минцифры, я бы аккуратнее к этому относился, потому что мы люди. Люди должны общаться, да? Люди должны не только через цифровые инструменты, но и взглядами, прикосновениями и так далее. Потому что из людей в машины превращаться не надо и не следует. Поэтому целиком оцифровывать не нужно. Надо оцифровывать только те процессы, которые позволят повысить производительность труда или повысить качество жизни. А оцифровывать все и вся, я думаю, смысла не имеет и не нужно, потому что иначе мы будем в какой-то другой уже. Дмитрий, понятно. Скажите, но вообще возможно обучение на расстоянии? Я все-таки учитель истории, поэтому скажу немножко с исторической точки зрения. Кризисы, они всегда открывают дорогу чему-то новому. Соответственно, вот эта вот самоизоляция в условиях тяжелой эпидемиологической ситуации – это тот же самый кризис. Но это не значит, что нужно сразу всех оцифровывать, да, и создавать такую антиутопию, когда все сидят по домам и все работают на удаленке. Нет. Но это открыло новые приемы и новые методы в образовании, допустим, в тот же самом. Да? То есть многие новые платформы стали доступны отдельным учителям. Да. То есть то, что раньше даже вообще никто не знал и не использовал, сейчас это уже вот здесь рядом, пожалуйста, используйте. И это очень хорошо. Это как бы ускорило даже образование среди учителей. То есть некоторые учителя даже не хотели бы, допустим, это, но пришлось. Некоторые педагоги даже от себя не ожидали того, что они к этому как-то адаптируются. Искандер, вы что скажете по этому поводу? Я согласен, что кризис открывает окно возможностей. Надо просто его увидеть, услышать, и почувствовать, и использовать. Понятно, что цифровизация будет идти, это кризис показал. Естественно, после эпидемии немножко все вернется назад, но вот эта общая тенденция, что мы идем туда, она не изменится. То есть мы идем туда, и те страны, которые будут идти туда быстрее всех,
они всех опередят. К сожалению, у нас очень образованное население, там уровень интернетизации, цифровизации у нас достаточно высокий, но мы теряем наиболее прогрессивную часть своего населения, молодежь, она уезжает. Все-таки утечка мозгов по-прежнему остается проблемой, да? Да, утечка мозгов – это то, что меня беспокоит, расстраивает. И вот этот вот процесс, он очень негативно на нас сказывается. Жанна, вот не как чиновник Минобразования, да, вот как человек и гражданин, вот вы как к этой цифровизации относитесь, вот то, что мы сейчас обсуждали, ваше мнение? Вы знаете, я учитель с 20-летним стажем, порядка десятки лет я работала еще заместителем руководителя школы. То есть мне не понаслышке, у меня коллеги и подруги работают в школе, и мне вот хотелось бы сказать тому, кто нас смотрит, что никогда не надо поддаваться на эту провокацию, что привычное обучение, образование будет заменено дистанционным. Так никогда не будет. Но вот то, что сейчас мы наработали вместе, совместно, с огромной благодарностью к учителям сейчас я обращаюсь, с огромным словом спасибо родителям, которые все это выдержали. Здесь нужно просто понимать, что сейчас возможности дистанционного обучения могут лечь в основу самостоятельной работы школьников, их зрелого подхода вообще к образованию к своему. Вот это, наверное, главное. Нельзя заменить живое слово учителя. Вот я учитель старой закалки, советского воспитания, и всегда говорила, и буду говорить, что доска, мел и мудрый взгляд учителя – это самое главное. Оно всегда есть, было и будет. Уважаемые гости, вам большое спасибо за предметный, конкретный и честный разговор. Разные мнения есть, конечно, безусловно. Спасибо большое. Спасибо. Руслан, конечно, можно бесконечно обсуждать ошибки госсистемы, признаю, там, смаковать их, но с другой стороны, вот интересно, стало ли наше общество умнее за период самоизоляции? Слушай, ты помнишь, да, сколько было разговоров вот перед самоизоляцией? Вот я как раз об этом. Вот в соцсетях особенно, да, что вот надо выучить новый язык, пройти обучающий вебинар, да, научиться чему-то новому, расширить горизонты своих знаний. Вот ты много знаешь людей, которые реально воспользовались с пользой вот этим временем, да? Или все ушло в Facebook, то есть в свисток? Ну, с другой стороны, смотри, психологи всех их уже реабилитировали и пожалели, потому что сказали, что они сами себя уже пожалели и реабилитировали. Стрессовая ситуация, невозможно ничему новому научиться. Стрессовую ситуацию, к сожалению, у нас заедают и запивают. Слушай, ну большинство только этим и занималось, заедало и запивало, да. Но я им не судья, безусловно, да. Но вот есть такая старая поговорка, да. Все мы хотели стать лучше и умнее, да. Но как только появилась такая возможность, мы поняли, что не так уж мы этого и хотим. Ну, а с другой стороны, Руслан, какие мы с тобой молодцы, что в период самоизоляции продолжали работать. Вот теперь не надо оправдываться. Нам просто повезло. Честно говоря, цыплят по осени считают и настоящие уроки нынешней удаленки в школе мы узнаем уже в новом учебном году. А вообще нет худа без добра. Вынужденное зум-образование наверняка подвинет государство к латанию черных дыр в цифровом пространстве, чтоб сельчане не ловили нужную сеть на ближайшем кургане. До свидания, берегите себя и своих близких. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.